Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники транспортной отрасли. К поздравлениям присоединился глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Их труд – важная составляющая социально-экономического развития нашей республики. Благодаря им обеспечивается движение грузов, доставка товаров и сырья. Люди с комфортом добираются на работу и учебу. Каждый день работники транспорта несут большую ответственность за безопасность и бесперебойность перевозок и выполняют эту работу качественно, с высоким профессионализмом. От души поздравляю всех работников транспортной сферы с профессиональным праздником. Благодарю за преданность делу и честный, надежный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенности в каждом дне. Пусть ваша работа всегда приносит заслуженное уважение и искреннее удовлетворение». Дорожные службы Ингушетии завершили мероприятие по подготовке к зимнему периоду. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Как сообщил глава, на дорожные базы уже доставлено более 6 тысяч кубометров песка, 3 тысячи тонн соли и 4 тысячи кубометров противогололедных материалов. Также заготовлена битумо-минеральная смесь для устранения повреждений дорожного покрытия. На участках с повышенной аварийностью будут введены временные ограничения скорости. В работе задействовано более 50 единиц техники, организовано круглосуточное дежурство. В здании ТЮЗа в Назране состоялось закрытие 11-го международного кинофестиваля «Золотая башня». В этом году фестиваль посвятили 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В этом году на конкурс было подано более 100 картин различных жанров от режиссеров и студий из России, стран СНГ и БРИКС. В программу вошли фильмы о стойкости, верности и любви к родине. Победители были награждены в 9 номинациях. 9 медицинских учреждений построят и модернизируют в 4 регионах Северного Кавказа в рамках схемы территориального планирования в сфере здравоохранения до 2036 года. Об этом сообщили в правительстве России. В этот список включили и Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени Ахушкова. Всего в схему вошли 136 медучреждений в стране, которые планируется построить и реконструировать в 8 федеральных округах, включая Северокавказский. Объем средств на создание и обновление объектов определят при формировании проекта федерального бюджета. Во Дворце культуры Сунжи прошла итоговая конференция «Движение первых». На ней подвели итоги работы за год, наградили самых активных участников и их педагогов-наставников. С основным докладом о проделанной работе выступила председатель регионального отделения «Движения первых» Марина Албогачиева. Среди ключевых достижений движения в текущем году – значительный рост числа участников, успешная реализация проектов в сфере образования, добровольчества, науки и культуры. Сегодня в рядах движения в Ингушетии состоят более 44 тысяч человек. За 9 месяцев текущего года в банковском секторе республики была выявлена всего одна фальшивая купюра номиналом в 1000 рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Для сравнения, за тот же период прошлого года обнаружено 2 подделки, обе номиналом в 5000 рублей. Специалисты напоминают, чтобы отличить настоящую купюру от подделки, нужно проверить хотя бы 3 защитных признака разными способами. Потрогать надпись «Билет Банка России» должна быть рельефной. Посмотреть на свет, вы увидите водяные знаки и защитную нить. Наклонить купюру. Появятся скрытые буквы или символ рубля. Эксперты банка советуют, если какая-то купюра вызвала у вас сомнения, не пытайтесь ею расплатиться. Лучше отнесите ее в банк для бесплатной экспертизы.